Митинг, посвященный открытию мемориальной доски защитнику Отечества Лукманову Даглару Гаджимагомедовичу, объявляется открытым. Сквозь кровь и пот, через огонь и воду, сквозь дым пожаришь, через трупный смрад, отстаивая права на свободу, к победе шел Россия, твой солдат. Уважаемый Саид Мусинович, учащиеся и родственники защитника, сегодня на фасаде нашей школы мы открываем мемориальную доску в память выпускнику нашей школы Лукманову Даглару, погибшему в специальной военной операции на Украине. Многие парни из нашего района показывают примеры стойкости, героизма, мужества, защищают мир до последнего вздоха. Увы, война без жертв не бывает. Среди тех, кто не пощадил свою жизнь ради других, оказался и наш земляк, выпускник Лукманов Даглар. Его все любили за добро, приветливость, юношеское озорство, открытый и душевный, способный выслушать и понять, всегда прийти на помощь в трудную минуту. Судьба наготовила ему трудную жизнь без отца. В конце все-таки он выбрал жизненный путь – защищать Родину, защищать спокойный сон детей. Время выбрало их. Наши ребята жертвуют собой ради нас, ради Родины, ради нашего светлого будущего. Благодаря таким мы живем под мирным небом. Чтобы стать мужчиной, мало им родиться. Чтобы стать железом, мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разбиться и, как руда, пожертвовать собой. На нашем митинге присутствует глава муниципального района Сулейман-Стальский район Тимирханов Саид Мусинович и многие почетные гости. Слово предоставляется Тимирханову Саиду Мусиновичу. Уважаемые родные и близкие Даглара, уважаемые участники митинга, сегодня мы, к большому сожалению, открываем еще одну такую мемориальную доску в память о трагически погибшем нашем воине, герое Лукманове Дагларе Гаджимагомедовиче. К большому сожалению, молодые, полные сил ребята, наши с вами сограждане, уходят из жизни, но все мы знаем и всегда будем помнить, что они отдали свои жизни, защищая свободу, независимость нашей страны, защищая будущее для всех вас, ребята. Они сделали все от себя возможное для того, чтобы вы жили, росли, трудились под открытым мирным небом. Сегодня я еще раз хочу выразить искренние слова соболезнования и одновременно благодарности родным Даглара, всем тем, кто был все эти годы рядом с ним, в том числе педагогам школы. Именно благодаря их усилиям этот человек вырос достойным гражданином нашей страны, настоящим героем. Несмотря на сложную, как здесь было отмечено, жизнь, он, тем не менее, навсегда в памяти нашего народа, жителей села Касумкент, школы, останется честным, открытым, порядочным, мужественным человеком, который любил свой народ, любил свою страну. И когда нужно было нашей стране, был на самой передовой, на самом сложном участке боевых действий, к сожалению, погиб, но он для нас навсегда останется героем. Я хочу, дорогие ребята, вам пожелать, чтобы вы на примере Даглара, других наших героев, которые погибли, в честь кого вы видите здесь мемориальные доски, ежедневно проходите мимо этих досок, чтобы вы всегда жили под мирным небом, но выросли достойными людьми, чтобы мы гордились вами, так же, как и Дагларом, другими нашими ребятами, но чтобы ваши подвиги были в мирной жизни, вы принесли пользу нашему обществу, нашему государству. Вечная память Даглару и всем нашим погибшим воинам. Сейчас ученица 11 класса Османова Амина расскажет нам о его биографии. Лукманов Даглар Гаджимагомедович родился 13 июня 1996 года в селении Касумкент Сулейман-Стальского района Республики Дагестан. В 2002 году в 7 лет пошел в школу и в 2013 окончил среднюю школу. Поступил в Политехнический институт города Махачкалы. В
После окончания работал в Каспийске, Махачкале, Москве и Подмосковье. В 2023 году добровольцем ушел на фронт. В июле 2023 года погиб при обстреле на поле боя. Никакими словами не утешить родных и близких. Слово предоставляется родственнику Лукманову богатырю. Салам алейкум. Чусу район де влехли пабрус. И школа де малинрез. Вахарса и наватан вакастиз. Живом уqatli мидгада. Айга шна шадваловна конзате дюз каршылымышын дәведа пашма yoruyunca. Hey. Can balayar gelecek küde küt koy. Güne islah koy. Dağlar çazına çına da kalhozuk çiza ayaltı. Hapon. Kamalo rika çok ila çok. Şad düz kureza pozma ayaltı. Küsvela kversadan kimi de koy. Güne islah koy. Gelecek küt koy. Слово предоставляется Саймат Магомедовне, учителю нашей школы, заместителю директора по учебно-воспитательной работе. Hürmetli ke inolgot hanma мукакалияр, представители администрации, чи школа де аялар, ke гзав сефил йоги, учизлагата дағлар зивелики ke hanma айоли. Сифтехма первый класс лагат уна и школу ктятол. Чи ачух, рик михи, хамиша чинал кверала. Чахи хочидва, хабру рикика хабар када. Вичи важеда кюмех буда, айолдир. Ке вичи хушунал, вичи Чу патол, и налопаз мабур, и чехыр патол, вичи диде буба патол, мукак лири патол, фена вичи чон ганва, аял река сади. Зазулугуз конзу, hürmetli балаяр. Харса каз, вичи коли, кон, хюри, укумати, патриот ханук озади. Ke ihte ayalırla vil ve hez. Küneni kü harsa kam kü ümürde ve. Kü vajeda kısonvleriya. Çi hukumat madni zurbaj davol. Mani devlet luje davol. Viri kıla asuluyi. I nol ketanma mukakaliris. Kü hacalat. Kü fikir. Çına virid ina kozma bro sanol kale Худа, кез күмек буду. Кü рухаяр корна, дидери, бубари, джергеда качакалас, садхана гилгиле куна, чина кез күмек буду. Çok sağ ol, Беридас. Слово предоставляется классному руководителю Бенюше Бисмаудиновне. Дорогие ребята, сегодня открывают очередную мемориальную доску воину, который отдал свою жизнь за нас с вами на Украине, в войне, война. Как много боли, слез, потерь, несбывшиеся мечты, несбывшихся желаний в этом страшном, в этом проклятом слове. Мы думали, что наши деды победили фашизм в 20 веке. Мы думали, что война закончилась, закончились спецоперации на территории Дагестана и Чечни с терроризмом. Закончились другие террористические акты, которые унесли очень много жизней. Но в 21 веке мы опять столкнулись с этим проклятым словом, с этим страшным словом «война». Империализм никак не может успокоиться. Система империализма в течение десятков лет вела свою подпольную работу против России, раздробила наши государства суверенные, которые дружно жили несколько десятков лет, на отдельные государства. И наша Россия сейчас в опасности. Нас со всех сторон окружают войска НАТО. Нашу братскую республику, Украину, натравили на Россию.
И эта политика велась в течение десятков лет, ребята. Мы это должны осознать. Наши ребята, наши бывшие солдаты, они встали, наши отцы, сыновья, наши врачи, они встали на защиту Отечества. И в их числе оказался мой ученик, ученик нашей школы Даглар. Мне очень горько и очень обидно, что его нет среди нас. Ему жить, дожить. Он рос обычным ребенком, обычным парнем. И все человеческое ему не было чуждо. Был очень скромным, обаятельным, жизнерадостным. Всегда был среди сверстников, сверстниц, пользовался уважением среди них. Но жизнь испытала его. И он на себе испытал, что жизнь – это действительно бурное море, и в этой жизни надо быть отличным пловцом. Он наконец-то нашел свой берег, берег своей жизни, выкарабкался из жизненных трудных ситуаций и принял верное решение – стать на защиту Отечества. Среди нас нет Даглара. Очень трудно подобрать слова для близких родственников. Очень трудно. Но мы будем всегда помнить не только нашего Даглара, и всех наших молодых ребят, которые отдали свою жизнь за наше с вами будущее. Благодаря этим ребятам мы живем под мирным небом. Благодаря этим ребятам мы можем спокойно учиться, мы можем спокойно жить. Низкий поклон матерям, которые воспитали таких детей. Спасибо всем. Мы все скорбим вместе с вами. Уважаемые родственники, мы скорбим с вами. И одно только может смягчить горечь утраты – наша память. Понимание, что эта жертва была не напрасна. Он погиб во имя жизни других, во имя спокойствия и мира. Неугасима память поколений и память тех, кого так свято чтим. Давайте, люди, встанем на мгновение и в скорби постоим и помолчим. Объявляется минута молчания в память всех погибших при исполнении воинского долга. Вечная память и низкий поклон погибшим за Родину. Право открыть мемориальную доску предоставляется главе муниципального района Сулейман-Стальский район Тимирханову Саиду Мусиновичу и родственнику защитника Родины Лукманову Богатырю.